Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Якутия Лайф. Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Молодость – прекрасная пора. Время приключений, риска, поисков себя. Энергия бьет ключом, амбиции не дают спать спокойно, хочется проявить себя. В Якутии много талантливых, инициативных молодых людей. Безусловно, есть те, кто ищут себя и возможности для карьерного роста за пределами республики. К примеру, стремятся в столицу или в более теплые регионы, или вообще за границу. Но есть и те, кто решает остаться и развиваться дома. Многие находят в нашей республике различные возможности для применения своих навыков, умений и талантов. Сегодня мы решили разобраться, какие условия сегодня создаются для молодежи в Якутии, какие сферы привлекают юных и амбициозных. Тема нашей сегодняшней программы «Якутская молодежь выбирает. Политика, бизнес или культура». Главным фактором для удержания талантливой молодежи в Якутии является создание необходимых условий для развития, постоянный диалог с властью. Чтобы быть услышанными и воплотить самые дерзкие идеи в жизнь, молодежь не только Якутии, но и всего Дальнего Востока идет в политику. В последнее время много важных проектов было озвучено молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Узнаем о них подробнее. С нами на связи председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат Государственной Думы Николай Михайлович Харитонов. Добрый день, Николай Михайлович. Добрый день, студия. Добрый день, молодежь солнечной Якутии. Рад вас приветствовать. Расскажите нам, пожалуйста, о работе комитета Госдумы по Дальнему Востоку. Какие цели стоят перед ним, в том числе по поддержке молодежи? Сегодня не только наш комитет, по-моему, и президент, и правительство, и Федеральное собрание, и Государственная Дума, да и в целом руководство страны озабочено молодежью. О чем идет речь? Как молодежь привлечь непосредственно на производство? Много говорили, и наконец-то сбылось тогда, когда 30 декабря 2020 года в третьем окончательном чтении был принят федеральный закон о молодежи. Наш комитет очень активно участвовал в обсуждении, и мне даже приходилось, тогда, когда Кувшинов от «Единой России» и возглавляющие в свое время молодежное движение докладывал об этом комитете, об этом законе, и наш комитет активно принимал участие, тем более, что в ноябре месяце мы провели обсуждение молодежной политики, и уже как бы к этому комитету, но я скажу попозже, будет принят конкретно закон о молодежи Севера, о молодежи Якутии в том числе. Поэтому закон федеральный 30 декабря 2020 года принят, подписан президентом, он в действии. Что в себе несет этот закон? Наконец, наверняка среднее и старшее поколение помнит, что в комсомольское время, в том числе и я, когда был, молодым человеком считался комсомольского возраста до 28 лет. В федеральном законе сегодня четко обозначено, молодого человека можно считать молодым, так сказать, до 35 лет. В этом законе практически прописано, самое главное, обусловлено и необходимо определить на федеральном уровне, что такое молодежь. Но молодежь, безусловно, любого молодого человека беспокоит. Это в первую очередь образование. Хотелось бы сразу хорошее производство, хорошую работу. Но если говорить сегодня о молодежи Якутии, то необходимо и в федеральном законе, и тот закон, который мы сегодня в комитете обсуждаем и пытаемся его вынести потом на обсуждение в Палаты Государственной Думы. Наверное, не секрет, я могу об этом сказать, что Государственная Дума 7-го созыва будет трудиться до конца июня. Наверняка все те, кто сегодня находится в студии, наверное, слышали и видели послание президента Федеральному собранию, где, кстати, очень много сказано не только о молодежи, но и о детях, и о школьниках. То есть все и в нашем законе, который мы готовим уже конкретно под молодежь Якутии, под молодежь Северов, все предусмотреть. И начиная тогда, когда молодой человек закончит школу, поступление в колледж, училище, высшее учебное заведение. А самое главное, мы, взрослые сегодня в руководстве республики, страны, должны всячески продумать, как молодого человека затем устроить на работу, представить возможность работать.
Молодые люди, безусловно, придет время, будут создавать семью. Необходимо дать возможность обустроить, имеется в виду квартира, безусловно, зарплата, если дети пойдут в детский садик, ну и, так сказать, и опять молодой человек воплощается в своих детей и образуется семья, ячейка общества. Поэтому наш комитет активно работает в этом направлении, и мы готовим свой законопроект, который я уже в начале разговора говорил, будет предусматривать все формы поддержки, значит, на федеральном уровне, и, безусловно, если наш закон, опять же, я хочу сказать, молодежи Якутии, если нам удастся провести через Государственную Думу, через парламент, а на сегодня 4 политические партии, удастся убедить, это наш закон, по сути дела, если кратко сказать, это повышение эффективности государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации. Спасибо. Много интересных инициатив в последнее время исходит от представителей молодежного парламента. Можете ли вы рассказать подробнее об этой организации и кто в нее входит? Значит, под руководством Воропаевой Марии, значит, молодежный парламент при Государственной Думе, значит, он, как правило, формируется из представителей молодежных парламентов при законодательных, представительных органах власти, регионах, субъектов федерации. Очередной созыв будет сформирован в июне 2021 года. В его состав войдут представители молодежных парламентов при законодательных, представительных органах государственной власти, избранные в состав молодежного парламента при Государственной Думе, представители молодежных крыльев, так называемые, это политических партий, тех фракций, которые работают в Государственной Думе на постоянной основе, депутаты органов местного самоуправления, муниципальных образований, входящие в состав соответствующих субъектов Российской Федерации, студенты, руководители органов студенческого самоуправления, федеральных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории соответствующего региона Российской Федерации. То есть представительство очень солидное, серьезное, но я не думаю, что молодежь будет только стремиться ради, будем говорить, какого-то социального лифта. Я всегда убежден и уверен был, молодежь в первую очередь должна после окончания вуза, колледжа, техникума все-таки постараться вначале пройти производственно, так сказать, получить производственный навык, поработать, а тогда претендовать уже на все эти социальные лифты. Без рабочей закваски очень трудно молодому человеку ориентироваться будет и в парламенте, да и потом в будущей своей жизни. Я думаю, что молодежь прекрасно понимает, о чем я говорю. Спасибо, Николай Михайлович. А какие интересные и важные проекты для развития Дальнего Востока предлагает молодежный парламент? Молодежный парламент предлагает включить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года раздел «Молодежь Востока России». Это очень серьезное направление. Безусловно, конечно, лучше обсуждать, а я думаю, что это обсуждение обязательно будет, обсуждать, конечно, все эти вопросы с представителями молодежного парламента. Уверен, что у нас получится, тем более Воропаева, как я уже говорил, Мария, она как бы говорила, что с удовольствием примут участие в заседании нашего комитета. Если молодежь Якутии достучится до Воропаевой Марии, с удовольствием вас примем на заседании комитета. И что-то свое вы конкретно, что, так сказать, соответствует молодежи Якутии, добавите. А в чем суть предложенных проектов «Молодой предприниматель» и «Молодой специалист»? Ну, я думаю, что в этом разделе будет перечень мероприятий, в том числе молодой специалист Дальнего Востока, молодой предприниматель Дальнего Востока. Значит, что предполагает программа при поддержке молодых специалистов? Закрепление статуса молодого специалиста Дальнего Востока, Арктики. Ежегодное определение потребностей регионов молодых специалистов социальной сферы. Безусловно, при правительствах не только Якутии, но должен создан, по крайней мере, какой-то отдел, чтобы мониторить необходимое количество специалистов в том или ином регионе. Это не только касается молодежи Якутии. Создание поддержки для молодых специалистов вне зависимости от постоянного места проживания.
определение понятия «молодой начинающий предприниматель». Ну, я думаю, что, наверное, установление мер поддержки, которыми могут воспользоваться молодые начинающие предприниматели, грантовая поддержка, значит, беспроцентные займы, ну, может быть, до 1000, до 5, до 10 тысяч рублей, если будет, потом возможно все это вернуть и отдать. То есть широкая возможность будет молодым людям и в качестве специалиста, и в качестве предпринимателя, но найти себя в реальной жизни. Я думаю, что было бы желание. А если молодые люди будут чувствовать уверенную, надежную поддержку, с удовольствием будут оставаться, жить и работать непосредственно в территории. Спасибо. До свидания. Молодежь Якутии, до свидания. Я думаю, что информация вами сегодня услышана, получена. Давайте будем активно сотрудничать. Значит, и обязательно те предложения, особенно по заседанию комитета майского, мы ждем от вас конкретных предложений. Внимание к потребностям молодежи, к их идеям, голосу каждого юного и амбициозного – это важные шаги к диалогу между властью и молодыми людьми не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Север – это всегда особые правила игры. Сложные погодные условия, географическая удаленность от международных экономических центров. В Европе из северных регионов в последние годы наблюдается отток молодых людей. А так в Норвегии, одной из самых обеспеченных стран Старого Света, эта проблема также актуальна. Узнаем, какие меры предпринимают норвежцы, чтобы остановить процесс переезда молодых людей из северных регионов страны. С нами на связи норвежский общественный деятель Пол Скайрут. Hello, Пол. Здравствуйте, Пол. Расскажите, пожалуйста, вы замечаете отток молодежи с севера Норвегии и в чем его причины? Проблема оттока населения с севера Норвегии актуальна и обострилась в последнее время. Только за 2020 год на юг уехало по меньшей мере 200 тысяч человек. Учитывая 5-миллионное население Норвегии, это очень много. Причины понятны. На севере, как кажется молодежи, меньше перспектив. Какие программы реализует правительство Норвегии для привлечения молодежи в северные регионы? Стоит отметить, что на севере Норвегии жизнь такая же дорогая, как и на юге страны. Но там действуют различные государственные программы по поддержке населения, особенно молодых людей. Так, например, студентам выдают специальные льготные кредиты, чтобы они могли платить за обучение. Так государство выдает деньги на обучение. Потом студент может возвращать их долгое время и по очень маленькому проценту. В принципе, на севере образование получить легче, так как меньше конкурс, при этом есть хорошие университеты. В целом, не только для молодежи, налоги на севере Норвегии ниже. У нас вообще высокая налоговая ставка, но при этом по всей стране прогрессивный налог. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. В то же время на севере и богатые люди с низким доходом все платят меньше, если сравнивать с южными районами. Жизнь на севере Норвегии выгоднее финансово, а если мы посмотрим на ситуацию на северных норвежских островах, например, на Свальбарде, то мы увидим, что правительство создало там зоны, практически полностью освобожденные от налогов. Налоги на имущество, на доход очень низкие, хотя цены на продукты не отличаются от юга Норвегии, но в целом жизнь на севере выгоднее экономически. Вообще, я бы хотел сказать несколько слов якутской молодежи. Я искренне верю в понятие Родины. Мы глубоко связаны с местом, где родились. И стоит только поискать ответа в своем сердце, то понимаешь, что хочешь рано или поздно вернуться домой. Думаю, тоже чувствует и якутская молодежь. Важнейшая задача власти – обеспечить их всеми условиями, чтобы они могли учиться, социализироваться, жить полной жизнью, зарабатывать. Понятно, что без хороших условий многие захотят уехать, но постепенно, шаг за шагом, нужно развивать образование, создавать рабочие места, находить новые возможности и реализовывать идеи молодежи на севере. Мы тоже идем по такому пути и надеемся, что север станет отличным местом для жизни, что люди будут оставаться на земле своих предков. Thank you, Paul. Bye-bye. Thank you. Норвегия и Якутия не соседи, однако проблемы и запросы молодежи северных регионов примерно одинаковые. Обмен опытом и внимательность к тому, что происходит в других северных странах, может сыграть важную роль в развитии молодежной политики в Якутии.
В наш век стартапов передовых технологий молодежь пристально следит за успехами Илона Маска, Джеффа Безоса, таких гигантов, как Google, Apple или Amazon, выросших из небольших компаний. У нас в Якутии молодые предприниматели хотят реализовать себя, добиться успеха. А вот есть ли для этого все условия и комфортная среда? Давайте разберемся. Сегодня с нами на связи руководитель управления партнерских и акселерационных программ венчурной компании «Якутия» Савина Данилова и Петр Лукачевский, основатель и SEO компании Run with Zippy. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Савин, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, о работе технопарка в целом и вашего акселератора в частности. Как они помогают предприимчивой молодежи Якутска? Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотела немного рассказать сначала об инновационной экосистеме Якутии. Она у нас уникальная в сравнении с другими регионами России. Действует целая сеть инновационной экосистемы, куда входят технопарк Якутия, венчурная компания Якутия, акселератор Б8, фонд развития инноваций, студенческий бизнес-инкубатор «Орех» и другие институты развития. Если говорить в частности про акселератор Б8, акселератор Б8 проводится 2 раза в год. Это ускоренная программа развития для стартапов. За 3 месяца стартап проходит путь развития, который обычно он проходит за 12 месяцев. Вот. И на самом деле у нас акселератор и другие институты развития не подточены именно под молодежь, но тем не менее статистика показывает, да, что большинство участников подобных программ — это как раз-таки представители молодежи, представители студенческой молодежи и молодые люди до 35 лет. Спасибо. Спасибо, Савина. О каких самых ярких и интересных проектах вы можете рассказать? Что такое интересное и прорывное придумывает наша молодежь? Ну, на самом деле интересных проектов очень-очень много. Как раз сегодня с нами находится основатель компании Run with Zippy. Думаю, что Петр позже расскажет о своем проекте. А также я бы хотела отметить такие проекты, как, допустим, Smart Books, да, либо это книги с дополненной реальностью для детей. И кроме этого есть, допустим, проекты которые используют искусственный интеллект для создания сайтов, используется искусственный интеллект для анализа данных, анализа медицинских данных. Вот. Есть проекты, которые касаются, допустим, образования. К ним можно, например, отнести проект «Скиллометр», который позволяет и взрослым, и детям построить индивидуальный трек развития. Кроме этого, есть, допустим, проекты, которые направлены на социальную, да, составляющую. Таким проектом, допустим, относится проект Plantigo от компании Кинестетики. Они производят Serious Games для детей с ДЦП. Спасибо, Савина. Петр, а могли бы вы тоже, пожалуйста, рассказать вот о вашем бизнес-проекте? Что он из себя представляет и как в его реализации вам помог бизнес-климат Якутии? Была ли поддержка со стороны республики? Здравствуйте еще раз. Да. В первую очередь я хотел бы рассказать не о проекте, а все-таки о поддержке. В нашей республике, да, вот как и Савина сказала, абсолютно уникальная система поддержки, как говорится, не только предпринимателей, но и, как говорится, инноваторов. Да. Начиная от акселератора B8, где за кратчайшие сроки можно создать проект с нуля, как говорится, да, практически, или там, если у вас какие-то западающие моменты, акселератор помогает продвинуть это, да, сделать лучше ваш проект. И также мы сами являемся резидентами технопарка. Мы находимся физически в IT-парке, и IT-парк сам по себе такая экосистема там внутри образовалась, очень прикольная. Наши все соседи — это молодые предприниматели, айтишники, инноваторы, да, и частенько, к примеру, если какие-то моменты связаны там с хардварной части, мы бегаем, к примеру, к ведроидам, да, чтобы они, к примеру, с диодами нам помогли, да, или же если программисты, то к ребятам с IT-китченом можем побежать, и, соответственно, они могут там помочь с кодом, к примеру, да. Поэтому у нас это даже не как экосистема, это как небольшая семья, да, семья
предпринимателей, семья, получается, инноваторов, да. Все-таки про свой проект расскажу. Это наш проект называется RunWithZP. Это беговой трекер. Но отличается от других беговых трекеров тем, что обладает геймификацией, и в то же время мы используем когнитивно-поведенческие факторные психологии, чтобы формировать именно привычку заниматься спортом. Так как многие люди, когда начинают заниматься спортом, они через некоторое время бросают это дело, да, потому что находят какие-то определенные причины. Прокрастинация, лень, там, откладывать, и в итоге не могут добиться определенных своих целей, похудеть, стать сильнее, быстрее и так далее. Да? И как раз-таки эту проблему наше приложение, наш продукт решает за счет геймификации и использования элементов психологии. Вот я рассказал. Спасибо. Спасибо, Петр. А что бы вы посоветовали молодым якутским предпринимателям, как реализовать себя в республике? Честно сказать, республика дает очень много возможностей. Просто реально, честно скажу, да, как есть, многие не знают об этом. Не знают о том, что республика, если у вас есть проект и пытаетесь продвинуть это, да, если даже не инновационный, просто интересный, классный, да, вы должны знать то, что республика в любом случае будет за вас. Продвигать все-таки своих земляков, своих людей, это намного лучше, да. И в то же время, получается, советую все-таки молодым предпринимателям, да, верить в свой проект, потому что многие проекты, ну, давайте так, да, как говорят, что такое стартап, да? Это странная идея, с одной стороны, и с другой стороны, это какая-то экономическая часть, да, то, что будет приносить деньги, да. Если многие говорят про вашу идею, то, что у вас не получится, эта идея очень странная, но в то же время есть какие-то покупатели у этого проекта, ваш проект – это стартап, у вас есть возможность, как говорится, масштабироваться, да. И поэтому я советую молодым ребятам, не только молодым, у кого вообще есть идеи интересные, да, не бояться идти вперед, и главное не бросать все на полпути, потому что если бросить все, как говорится, на полпути, то, соответственно, вы не сможете понять, чего не хватало вам, чего не хватало вашему проекту, как говорится. Вот так вот. Спасибо, Петр, за такой подробный, содержательный ответ. Это, наверное, как с вашим приложением для бега. То есть тоже. Да? Если его модифицировать, можно запустить для молодых предпринимателей, чтобы они тоже не останавливаясь, систематически занимались своим проектом. Савина, а в Якутии в этом году запустят акселератор в сфере IT для школьников. Слышали вы об этом что-то? И что об этом думаете? Да, конечно, слышала. Этим проектом занимаются наши коллеги из технопарка Якутия и Ассоциация IT-отрасли. Думаю, что это замечательный проект, который позволит развивать, скажем так, технологическое, предпринимательское мышление у школьников и позволит уже со школьной скамьи пробовать заниматься именно вот своими идеями, развивать свой стартап. Вот. Этот проект рассчитан на полгода, то есть если у нас, допустим, взрослый акселератор проходит в течение 3 месяцев, то этот проект рассчитан на полгода, и каждой школьной команде будет прикрепляться наставник, ментор, который будет помогать развиваться и команде, и проекту, будут проходить образовательные лекции, мастер-классы, и все эти мероприятия будут носить практический характер, то есть то, что ребята узнают за время акселерации, они будут пробовать делать это на своем проекте. Спасибо, Савина. Петр, а насколько большая у вас команда и привлекаете ли вы на практику студентов туда, например? Да, у нас команда достаточно, можно сказать, небольшая, да? У нас всего 8 человек, и все-таки мы занимаемся не только одним проектом, у нас несколько интересных проектов, надеюсь, какая-нибудь из них это скоро выстрелит, да?
И также, получается, по студентам, мы привлекаем, иногда ищем талантливых студентов. Многие ребята у нас какое-то время работали, и потом уходили, к примеру, бывший наш программист, он ушел в Сбербанк, к примеру. Он изначально очень хотел в Сбербанк попасть, но ему не хватало опыта. И, как говорится, опыта набрался у нас, и, соответственно, он сейчас в Сбербанке работает. Круто. Спасибо, что согласились уделить нам время, ответить на наши вопросы. Молодежь – это будущее бизнеса. Она обладает высоким предпринимательским потенциалом. Молодые люди готовы внести свой вклад в социально-экономическое развитие Якутии через разработку инновационных идей и создание новых компаний. И с каждым годом бизнес-климат в нашей республике становится все благоприятнее. Республика Саха может по праву гордиться своей творческой молодежью. Режиссеры якутского кино, известного по всей России за ее пределами, талантливые музыканты, писатели, другие деятели искусства. Ряд молодых талантливых архитекторов успешно работают над преображением городской среды. Чтобы лучше узнать о культурных и творческих проектах и их развитии, мы решили поговорить с директором Департамента развития креативной экономики АО «Корпорация развития Республики Саха» Ольгой Вячеславной Мильвит, а также с основательницей и владелицей арт-центра Cube Moscow, арт-бизнес-вумен Надеждой Зиновской. Добрый день. Добрый день. Всем привет. Ольга Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу организацию, а также про создание кластера труда. В чем его главная идея? Корпорация развития Республики Саха-Якутия – это институт развития, который ставит перед собой цель развития несырьевого сектора экономики республики через инвестиции, через развитие человеческого капитала и реализации прорывных проектов, таких как Житайская судоверфь, парк будущих поколений и креативный кластер «Квартал труда». Главная идея креативного кластера «Квартал труда» – это создание дома для представителей креативных индустрий. Вот если проводить аналогию, то у айтишников есть свой дом IT-парк, у производственников есть свой дом технопарк. Вот «Квартал труда» станет таким же домом для представителей креативных индустрий. Он призван создавать лучшие условия для того, чтобы бизнесы в данной сфере развивались наиболее эффективно. Спасибо. А какими сферами деятельности можно будет заниматься в этом кластере? Сфера деятельности очень широкая. Здесь можно говорить обо всех видах деятельности, которые связаны с креативными индустриями. Это начиная с маркетинга, рекламы, заканчивая теми индустриями, которые у нас достаточно хорошо развиты, начинают свое развитие. Да? Это фэшн-индустрия, это кино. Здесь отдельно стоит уделить внимание тому, что есть нацеленность на развитие анимации в республике, и, соответственно, «Квартал труда» также будет содействовать развитию этого направления через образовательные программы в том числе. Помимо реконструкции здания, будут ли какие-то еще изменения? Да, конечно, если мы говорим о том, что мы реализуем современный перспективный проект, то здесь необходимо отметить, что развитию подлежит и прилегающая территория. В этом отношении начата очень большая работа с окружной администрацией города Якутска в части реконструкции улицы Труда, созданию удобных подъездных путей к кварталу труда, ну и в целом по развитию прилегающей территории. Хочется отметить, что по опыту других регионов создание подобных мест всегда положительно влияет на развитие и вдыхает новую жизнь в промышленные округа, на территории которых создаются подобные проекты. Спасибо. Надежда, в апреле в Якутске прошла презентация креативного проекта «ТЭК Якутия». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Я хочу заметить очень важную вещь, что сначала проект назывался ТЭК, но сразу буквально стало понятно, что проект очень интересен в России, как региональный проект интересен мировому сообществу художественному. И очень захотелось сразу при входе, то есть сразу при первой же коммуникации, первая коммуникация — это обычно письма, презентации, мы начинаем коммуницировать словом.
И при первой же коммуникации очень захотелось сразу нести культуру Якутии тем людям, с которыми мы начинаем какие-то процессы. И я думаю, что это было принято очень правильное решение, потому что мы только начали поменять название и сделать его якутским. Существует не только локальный рынок Якутии, Якутска. Существует Россия, существует мир. И что вы, безусловно, талантливы, прекрасны, но вы можете просидеть всю жизнь в Якутии, и никто об этом никогда не узнает. Давайте мы все же сделаем так, чтобы о якутских художниках узнал весь мир, чтобы якутские художники научились зарабатывать на своем искусстве, чтобы это стало делом их жизни, и чтобы якутские художники, якутское искусство стало достоянием не только республики, а в итоге и России, и вошло в историю искусства мира. Ну почему нет? Такие вот у нас амбициозные планы. Я, видите, в этот раз рассказываю это с какой-то очень понятной стороны, потому что громкие слова развития креативной экономики, развития несырьевой экономики, довольно сложных пониманий. Я пытаюсь сейчас донести до всех и каждого более простыми выражениями, словами, о чем вообще проект. А как именно этот проект нацелен развивать креативную индустрию в Якутии? И что ждет самих жителей? Мы, естественно, не надеемся, у нас нет такого блицкриг, у нас нет ощущения, что это очень быстрая история. Проект нацелен на 10 лет, дорожная карта расписана, но все же даже это не надежда, это уверенность в том, что сегодняшний очень динамичный мир не даст растянуть эту программу какое-то бесконечное количество лет, поколений и прочее, что мы все же все соберемся и сделаем это достаточно активно, быстро, четко. И мы быстро поймем друг друга, услышим и начнем работать. Как это нацелено на креативную экономику? Креативная экономика, в основе креативной экономики, конечно, лежат личности. Люди, которые производят, творят. И мы будем развивать их людей, показывать, как можно сделать карьеру, как сейчас человеку, который что-то творит внутри у себя во дворе, в доме, в квартире, или даже он известен уже в Якутске, как сделать так, чтобы человек стал известен в России, вошел стремительно в российский арт-рынок, и потом не менее стремительно, пошагово вошел на международный рынок. Спасибо, Надежда. Ольга Вячеславовна, а будут ли создаваться в других городах Якутии подобные проекты, как трудовой кластер? Очень интересный вопрос, очень актуальный вопрос. На самом деле проект креативного кластера «Квартал труда» — это первый и пока единственный проект на Дальнем Востоке в таких объемах и в таких масштабах. Мы уверены, что наш опыт будет успешным, и в дальнейшем многие города также захотят реализовать подобные проекты, и, возможно, даже на частной основе. Какую пользу принесет кластер для молодежи Якутии и какие еще важные подобные проекты есть у нас в республике? Мы живем в очень стремительно развивающемся мире, где очень остро идет борьба за талантливую молодежь. И здесь выигрывают те города, которые предоставляют ей лучшие условия. Безусловно, город Якутск полон талантливой молодежи, но сейчас она у нас рассредоточена. И вот здесь как раз-таки «Квартал труда» станет тем местом, где они могут собираться все вместе, где будет гораздо легче найти единомышленников, где будут создаваться новые коллаборации, которые позволят реализовать молодежи самые свои амбициозные цели и задачи. Одним из таких проектов является парк будущих поколений. Вот если «Квартал труда» — это пространство для
молодежи и взрослого населения города Якутска и Якутии в целом, да, то парк будущих поколений — это проект, направленный непосредственно на детей. Это современное общественное пространство, которое будет находиться в центре города, целью которого является не только организация качественного досуга для детей в течение всего года, но и развитие гибких и предпринимательских навыков у детей. Надежда, на ваш взгляд, в чем особенности развития креативной экономики в Якутии? Хороший вопрос. Ну, безусловно, отдаленность региона, поэтому очень высокая сосредоточенность на локальном рынке, взгляд внутрь себя, внутрь страны, внутрь своего двора даже. В том числе это позволяет сохранить внутреннюю культуру очень долгое время, вариться в собственном соку и для, например, художников, и для творческих личностей. Это прям находка. Это, знаете, как найти клад. Это приехать в удаленные земли и найти там что-то такое самобытное, с идентичностью, с сохраненной идентичностью. Теперь показать это миру в наше время открытых информаций. В общем, это, мне кажется, прекрасная миссия. Есть ли еще подобные проекты, как ТЭК Якутия, на территории нашей республики? Вы знаете, видимо, время такое наступило, что вот сейчас по приезду в Якутию, ну и до этого, когда я начала заниматься проектом, я, конечно, безусловно, начала изучать, что происходит в Якутске, что происходит вообще в республике. И мне нравятся тенденции, потому что, безусловно, со всех сторон начались одни и те же процессы, как это обычно бывает. И очень мне нравится, что все открыты к диалогу, все хотят делать это вместе. Я обожаю синергию, у нас клуб основан на такой синергии. Это особенности, даже экономические клуба, это кост-шеринг. Здесь тоже очень интересно, получится ли делать это вместе, при этом оставаться независимыми и делать это вместе, например, с кварталом труда, или с парком будущих поколений, с фондом будущих поколений. Потому что мы все об одном и том же. Мы все говорим о том же, мы делаем то же самое в моменте. И очень здорово, если мы будем дополнять друг друга, помогать друг другу и двигаться в одном направлении таким слаженным строем. Спасибо, что уделили нам время и согласились ответить на наши вопросы. Молодым людям свойственны творческие порывы, креативность и желание изменить мир с помощью искусства. И очень важно создавать площадки и пространства, где специалисты помогут реализовать потенциал. Политика, бизнес, творчество или искусство — для якутской молодежи открыты все пути. Включаясь в диалог с властью, в том числе через молодежный парламент, становясь резидентами бизнес-акселератора или креативного кластера, юноши и девушки делают первые шаги, которые приводят к заветным целям. А пока рождаются замыслы, зреют идеи, набирается опыт в республике и в целом Дальнем Востоке, создаются условия, чтобы потенциал раскрылся. Главное – это желание и напор. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова.